Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать вас на информационном вебинаре, который посвящен реализации межведомственного культурного образовательного проекта «Культура для школьников» в Республике Коми в 2022 году. Сегодня на информационном вебинаре мы с вами рассмотрим основные направления реализации проекта, а также остановимся на том, как необходимо организовать непосредственно ведение культурного дневника школьника, и, соответственно, мы поделимся опытом, который приобрели уже за 2 года непосредственно реализации этого проекта в образовательных организациях Республики Коми. Начнем мы с вами с общей характеристики данного проекта и методологическими основами, собственно, данного проекта, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, выступает следующее. Во-первых, этот проект реализуется при непосредственном участии, при совместном участии Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. Проект реализуется в течение нескольких лет, он имеет непосредственно положительный опыт, и все субъекты активно включаются в реализацию данного межведомственного проекта. Ну и самое главное, то, что данный проект направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, а также повышение культурной грамотности подрастающего поколения. На слайде зафиксирована основная идея проекта. Она заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства, художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников. Рассмотрим основные цели и задачи, собственно, проекта. Цель проекта, она в большей степени просветительская, то есть культурное просвещение обучающихся, активное привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, а также мотивация школьников к освоению ценностей отечественной культуры и повышение культурного уровня подрастающего поколения. Ну и среди задач это, конечно же, предложение и внедрение новых форм и форматов культурного просвещения, это повышение общего уровня знаний школьников, это формирование эмоционально-ценностного и эстетического восприятия мира искусства в целом, ну и предоставление возможности социального лифта для выпускников школ, проявивших талант в овладении культурными компетенциями. Реализация проекта основывается на определенных принципах. Здесь они представлены на слайде, я их назову. Это принцип добровольности, принцип открытости, принцип доступности и принцип компетентности. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на 2 из них. Во-первых, принцип компетентности, который предполагает, что разработкой и подготовкой мероприятий проекта занимаются признанные специалисты в области культуры и искусства. Ну и, наверное, самый главный принцип – это принцип добровольности и участия школьников в мероприятиях данного проекта. Говоря, собственно, о самом проекте, вы видите, что в рамках него зафиксировано несколько, в данном случае, основных подходов, которые реализуются, в первую очередь, это, конечно же, культурологический, культурно-исторический, дифференцированный, ну и, конечно же, это системно-деятельностный подход, которые характерны для современной системы образования и активно в ней реализуются и внедрены. Хочу обратить ваше внимание, здесь обозначены как раз некоторые всероссийские мероприятия, которые проводятся на всей территории нашей страны, а также те основные блоки, в рамках которых, собственно, происходит реализация этого проекта. В первую очередь, это культурный марафон. Это всероссийское мероприятие, главной миссией которого является популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей и молодежи, повышение культурной грамотности. В 2021 году таких марафонов было несколько, и если вы следите за новостями, которые мы размещали на официальном сайте Коми Республиканского института развития образования и, соответственно, сайте проекта «Культура для школьников Республики Коми» и в других новостных лентах, то фактически могли принимать участие в данных мероприятиях. Ну и, конечно же, это такие мероприятия, это такие блоки проекта, как «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура». Буквально несколько слов о них. Культпоход – это тот блок предметного содержания проекта, который предполагает организованные выезды обучающихся в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, соответственно, фестивали.
и так далее. Данный формат может быть в том числе и виртуальным, дистанционным, и в этом отношении фактически здесь подобные мероприятия в соответствии с рекомендациями проекта предлагается проводить ежемесячно. Культурный клуб – это второй блок предметного содержания данного проекта, и он, по сути, ориентирован на обеспечение возможности получения знаний о культуре и искусстве и овладение культурными и творческими компетенциями и навыками, при этом в интерактивной форме. Ну и третий блок – это цифровая культура, обеспечивает возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в цифровом формате в виде аудио, видеозаписи, спектаклей, концертов и так далее, и так далее. Фактически данные три блока, они являются сквозными, реализуются непосредственно на разных, собственно, возрастных группах. Нужно отметить, что участниками выступают непосредственно региональные и муниципальные органы управления культуры, образования, это, соответственно, еще и, конечно же, образовательные организации, и, конечно же, это обучающиеся первых 11 классов и их родители, а также законные представители. Поскольку данный проект объединяет, в общем-то, усилия всех участников образовательных отношений, в том числе и учреждений культуры, которые могли бы непосредственно решать, собственно, главную задачу – просветительскую и, соответственно, мотивационную в рамках данного проекта. В рамках данного проекта реализуется еще и такой, можно сказать, наверное, даже как самостоятельный, да, это культурный дневник, который используется для предоставления школьнику возможности фиксировать свои впечатления от культурного мероприятия или произведения искусства. И на данном слайде вы видите титульный лист, как раз разработанный для культурного дневника школьника Республики Коми. Я думаю, что те педагоги, которые активно принимали участие в данном проекте в предыдущие 2 года, как раз имели возможность сориентироваться, так скажем, да, вот на подобные разработки уже регионального уровня. Также на этом слайде есть ссылка на страницы дневника, но поскольку данный вопрос является самостоятельным, то мы рассмотрим его несколько позднее. По сути, ведение культурного дневника как раз позволяет достичь нам следующего результата. Это когда ребенок, являясь, собственно, соучастником культурного события, фактически может высказать в определенной форме, в самой разнообразной, дневник это позволяет как раз сделать, свое мнение о том культурном событии, участником которого, собственно, он выступил, либо являлся и так далее. Фактически это позволит ему, в общем-то, отчасти, может быть, даже осуществить рефлексию своего участия в этом мероприятии и, соответственно, выделить определенные смыслы и значения для самого себя. Это, в общем-то, общедоступная информация, поэтому мне хотелось бы сегодня достаточно подробно на ней не останавливаться, поскольку данная информация размещена в том числе и на сайте «Культура для школьников Республики Коми». Можно ссылку найти на официальной странице института. А мне хотелось бы сейчас остановить ваше внимание как раз на основных направлениях реализации данного межведомственного культурно-образовательного проекта в образовательных организациях Республики Коми и уже в 2022 году. На этом слайде представлена часть титульного листа приказа, межведомственного приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от, соответственно, ноября. Да, здесь есть определенная ошибка, но мы ее, конечно же, поправим. В ноябре был принят приказ номер 648-П/1, 608-ОД об утверждении комплекса мероприятий по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников Республики Коми» в 2022 году. На основании данного приказа, поскольку оператором проекта выступает Коми Республиканский институт развития образования, 12 января 2021 года также был, собственно, принят и разработан данный приказ. Уважаемые участники, по окончании нашего информационного вебинара вам будет предоставлена возможность к использованию тех материалов, которые
сегодня будет демонстрироваться, в том числе и те два приказа, о которых я уже сказал. Это межведомственный приказ двух министерств региональных и приказ института, ориентируясь на который вы сможете, собственно, понять, где, в каких мероприятиях, каким образом вы сможете непосредственно принять участие. Какие же основные направления реализации данного проекта приняты на уровне нашего субъекта? Вы видите, что их в данном случае 5. Первое – это организационное сопровождение проекта, которое, в общем-то, решает задачу, связанную непосредственно с оценкой того, как осуществляется реализация проекта на территории субъекта и, соответственно, формулирование определенных мнений, оценок по поводу как раз достижения, так скажем, основных результатов и так далее. Второе направление реализации проекта – это общесистемные мероприятия. Далее это мероприятия учреждений системы образования и культуры Республики Коми. Также у нас имеется как самостоятельное направление – это информационное сопровождение проекта. И как самостоятельное – это совершенствование кадрового обеспечения для реализации проекта. Остановимся на некоторых из них достаточно подробно для того, чтобы проинформировать вас о том, что же запланировано и каким образом вы в данном случае можете непосредственно принять участие. Ну а самое главное, если вместе с нами сегодня на вебинаре работают руководящие работники, собственно, можно будет понять, какую роль, собственно, в реализации данного проекта может выполнять и играть сама образовательная организация. В рамках общесистемных мероприятий предусматривается два основных, так скажем, направления. Это организация работы по участию обучающихся во всероссийских мероприятиях и акциях проекта. И здесь они обозначены. Это «Летопись сердец», «Кинолето», «Галерея литературных героев», «Культурный марафон», «Народная культура для школьников», «Киноуроки в школах России». И именно об этих акциях мы, как правило, информируем образовательные учреждения посредством официальной рассылки писем, либо размещения информации в сети интернет на официальной странице института, либо сайта проекта. Ну а также второе, условно, так скажем, направление реализации общесистемных мероприятий – это, конечно же, использование обучающимися цифровых ресурсов и посещение, например, виртуальных концертных залов и так далее, выставок, ориентируясь на доступные сервисы. Это, например, Культура РФ, которая является входной непосредственно точкой в отношении очень многих мероприятий, которые можно непосредственно использовать. И ссылка как раз на данный цифровой ресурс имеется на сайте проекта «Культура для школьников Республики Коми». Также есть ссылка и на сайт Национальной электронной библиотеки. По сути, ориентация на данные цифровые ресурсы позволит в том числе и при организации, наверное, в первую очередь и внеурочной деятельности, а также при определении содержания уроков по отдельным учебным предметам и дисциплинам. Если говорить об мероприятиях учреждений системы образования и культуры Республики Коми, это самостоятельное направление, вы здесь видите определенные даже даты, и мне хотелось бы как раз более подробно, наверное, остановиться именно здесь, на этом блоке. До 1 февраля 2022 года в соответствии с приказом рекомендуется рассмотреть в данном случае утвержденные программы воспитания образовательными организациями и определить в рамках вариативных модулей школьные медиа, экскурсии, экспедиции, походы, организации предметно-эстетической среды, возможности в данном случае реализуемых мероприятий проекта и их включение, по сути, в содержание данных вариативных модулей. Обращаю ваше внимание, да, что это рекомендация, и поэтому фактически мы должны рассматривать возможности как раз коллаборации разных проектов, в том числе и для решения, наверное, главных задач, да, связанных с реализацией программ воспитания на уровне образовательных организаций. Поскольку те мероприятия, которые проводятся в рамках тех 3 блоков, которые были обозначены, могут достаточно легко войти, как нам кажется, в содержание данных вариативных модулей. Хочу обратить ваше внимание, что определенные методические рекомендации, либо инструктивные письма по этому поводу институт подготовит и непосредственно сделает или осуществит рассылку по образовательным организациям.
Нужно отметить, что традиционным сохраняется такое мероприятие, как Республиканская культурная онлайн-олимпиада, которая проводилась у нас, как правило, весной. Это был апрель-май, если вы помните, и в 2020 и в 2021 году. В 2022 году ее проведение зафиксировано в апреле месяце. Соответственно, следите, пожалуйста, за информацией, которая размещается на официальном сайте нашего института, а также сайте проекта. И, пожалуйста, принимайте активное участие. В 2021 году мы увеличили количество возрастных групп, соответственно, привлекли еще к участию в Олимпиаде также непосредственно педагогических работников и родителей законных представителей. Нужно отметить, что их интерес к участию в этом мероприятии был достаточно высокий. Ну, тем, кому интересны в данном случае основные достижения, которые были получены нами в рамках реализации этого мероприятия, вы можете отследить информацию на нашем непосредственно сайте. Нужно отметить, что в 2020 году участниками Олимпиады стали более 3000 школьников. Ну, к сожалению, в 2021 году участники также было достаточно большое количество, их было чуть более 1000. Мы надеемся, что данные тенденции непосредственно сохранятся. Далее. Следующие два момента, они схожи, но они касаются одного, собственно, конкурсного события, состязаний и так далее. Это организация и проведение изначально учрежденческого этапа конкурса «Лучший культурный дневник школьника Республики Коми», который запланирован в соответствии с приказом в ноябре 2022 года, и организация проведения республиканского этапа «Лучший культурный дневник школьника Республики Коми» уже в декабре 2022 года. Уважаемые представители образовательных организаций, как и в прошлом году, в 2022 мы минуем муниципальный этап, но мы ориентируем вас на то, каким образом, собственно, должен быть организован данный учрежденческий этап конкурса. И надеемся также на активное участие образовательных учреждений в этом конкурсе. И, соответственно, во-первых, мы подготовим методические рекомендации по организации учрежденческого этапа и разошлем в данном случае в образовательной организации ссылку, либо сам, собственно, документ. Ну, а также он будет доступен на официальном, собственно, сайте института и на сайте проекта. По окончании, собственно, учрежденческого этапа победители этого уровня, собственно, их работы переходят уже на этап республиканский, который организует институт. И как в прошлом году, в данном случае, мы также будем подводить итоги в конце уже декабря в этом году и объявлять победителей в рамках данного конкурса «Лучший культурный дневник школьника». Напомню, градация по уровням у нас следующая. Это 1 и 4 классы, это 5 и 8 классы и 9 и 11 классы. Именно по этим трем возрастным группам у нас и идет конкурсное состязание в рамках этого мероприятия. Все остальные мероприятия в рамках данного направления деятельности обозначены как в течение года, поэтому мы постараемся информировать вас об их проведении. Это организация встреч с деятелями культуры, в том числе в онлайн-студиях, виртуальных гостиных. Это формирование и реализация культурных смен для обучающихся. В данном случае этим направлением деятельности занимается Академия юных талантов при гимназии искусств. Данный функционал закреплен в большей степени за данной структурой. Организация работы по заполнению обучающимся культурного дневника школьника Республики Коми. И здесь мы обращаемся в первую очередь к образовательным организациям, к образовательным учреждениям, которые как раз этот процесс могут организовать на уровне своего учреждения. Также в течение года планируется проведение, сейчас определяется в данном случае, какие именно дополнительно к указанному списку мероприятий и конкурсы для обучающихся педагогов образовательных организаций Республики Коми в рамках реализации направлений проекта. Мы считаем, что проект должен развиваться и, соответственно, по крайней мере, пока хотя бы в этом направлении.
Также два проекта, которые, по мнению региональных министерств, в данном случае должны быть реализованы в ходе реализации мероприятий межведомственного культурно-образовательного проекта. Это реализация проекта «Пушкинская карта» в Республике Коми и реализация проекта «Школьные театры» в Республике Коми. Нужно отметить, что прямое, так скажем, ответственность за реализацию данных проектов институт не несет, но, по крайней мере, в данном случае они запланированы на 2022 год. Вот примерное содержание в данном случае этого блока. Следующее направление – это информационное сопровождение. Здесь запланировано следующее. Это информационное сопровождение на сайте. Вы видите «Культура для школьников Республики Коми». Есть прямая ссылка. И, соответственно, также анонсирование мероприятий учреждений культуры республики на сайтах Культура.рф и на сайте, собственно, проекта. Нужно отметить, что у нас есть такая в данном случае возможность. Вы видите, это титульная, так скажем, да, ссылка на наш сайт проекта. И фактически мы также хотим еще обратить ваше внимание, что на этом сайте у нас размещены ссылки на те организации, учреждения культуры, да, в том числе и регионального, и федерального уровней, пройдя по которым фактически вы можете найти очень много информации для реализации, собственно, может быть, даже и самостоятельных мероприятий, например, да, в рамках реализации этого проекта, например, на уровне образовательного учреждения. Ссылки активны, и фактически вся информация в данном случае, поскольку это официальные сайты, действительно является активной, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, и фактически вы можете непосредственно принимать активное участие в этих мероприятиях. И еще одно направление – это совершенствование кадрового обеспечения для реализации проекта. Проведение вебинаров и семинаров для педагогов. Здесь обозначено у нас 2 раза в квартал. Фактически мы уже провели определенную, так скажем, да, дифференциацию этих вебинаров. Сегодня у нас состоится в данном случае первый. И хочу, конечно же, обратить ваше внимание, что в большей степени они будут связаны как раз именно с теми мероприятиями, которые мы будем проводить в рамках проектов. Это, конечно же, в большей степени будут информационные вебинары по проведению и олимпиады, и конкурсов, и так далее, и так далее. Но в конце года мы планируем, собственно, провести некое обобщение реализации данного проекта на уровне общеобразовательных учреждений. И фактически мы как раз будем готовы и открыты к подобному взаимодействию и сотрудничеству для того, чтобы вы могли рассказать, каким образом данный проект был реализован в ваших непосредственно образовательных учреждениях. Также впервые мы провели в прошлом году, в 2021 году, республиканский конкурс методических разработок педагогов «Урок в музее». Он состоится и стартует уже в марте, завершится в мае 2022 году. В этом году мы подготовим, в данном случае, по результатам предыдущего года и этого года каталог методических разработок, и который, конечно же, тоже будет доступен на сайте проекта «Культура для школьников Республики Коми». Призывая к активному участию педагогов, в данном случае для того, чтобы продемонстрировать возможности интеграции как раз именно использования культурного пространства для достижения, в том числе и учебных непосредственно задач. Ну и еще одно направление – это поощрение классных руководителей, педагогов, активно участвующих в мероприятиях проекта. Это, еще раз обращаю ваше внимание, не задача института, это задача всех участников непосредственно реализации данного проекта. Поэтому, наверное, данная информация в большей степени адресована, в большей степени руководящим непосредственно работникам. Нужно отметить следующее, акцентировать ваше внимание еще на некоторых моментах. Попытаюсь резюмировать как раз вот в виде тех основных пунктов, которых я уже, конечно же, сказал, и мы надеемся, что в образовательных учреждениях они будут рассматриваться как, собственно, возможные к реализации. Да? Ну, во-первых, обращаемся опять же к общесистемным мероприятиям. Это организация работы по участию обучающихся во всероссийских мероприятиях и акциях проекта. Да?
Также это использование цифровых ресурсов, посещение виртуальных концертных залов и так далее. Подобные рекомендации уже размещены, но понятно, что в 2022 году они также будут обновляться на сайте, и, соответственно, рекомендации будут в широком непосредственном доступе. Формирование содержания вариативных модулей. Хочу еще раз обратить ваше внимание, подумайте, каким образом можно наполнить непосредственно содержание, дополнить, по сути, содержание данных вариативных модулей, в том числе и мероприятиями данного проекта, в том числе и самостоятельно организованными мероприятиями в рамках, по сути, реализации программ воспитания образовательного учреждения, образовательной организации. Далее, это организация и проведение учрежденческого этапа «Лучший культурный дневник школьника», ну и, соответственно, это организация работы по заполнению обучающимся культурного дневника школьника Республики Коми. Это, конечно же, возможное участие педагогов в республиканском конкурсе методических разработок. Ну и, как я уже отмечал, это поощрение классных руководителей, педагогов, которые активно принимают участие в мероприятиях данного проекта. Оператором проекта у нас выступает Центр научно-методического сопровождения инновационной деятельности конкурсного движения программы проекта в области образования. Телефон в Сыктывкаре код 8212 28 60 11. И вы видите добавочные телефоны. Это 339, 312 и 340. Ну и сегодня мне хотелось бы еще остановиться на таком вопросе, как организация ведения школьниками, в данном случае, культурного дневника. Нет. Организация ведения, да. Вот мы сейчас с вами посмотрим. Итак, посмотрите, пожалуйста, еще раз возвращаемся к этому слайду. Хочу еще раз обратить ваше внимание, да, на то, что культурный дневник используется для предоставления школьнику возможности фиксировать свои впечатления от культурного мероприятия или произведения искусства. Я уже вам говорил, что это титульная страница, которая также размещена у нас на сайте проекта «Культура для школьников». И, соответственно, прямая ссылка здесь обозначена для перехода. Еще раз напоминаю, что презентация будет доступна в данном случае по окончании нашего вебинара, ну и, соответственно, эти ссылки тоже будут активны. Если говорить, собственно, о тех положениях, которые обозначены в межведомственном приказе. Культурный дневник школьника, как здесь обозначено на слайде, собственно, в самом приказе, это культурно-образовательный проект, который ориентирован на приобщение школьников к культурному наследию, в первую очередь, конечно же, субъекта и в целом нашей страны. Да? К изучению краеведения с использованием культурных традиций, творческих форм, также на встраивание его в систему воспитательной работы образовательной организации и так далее, и так далее. Предполагается, что участниками проекта являются обучающиеся организации общего и дополнительного образования Республики Коми, воспитанники детских домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, интернатных учреждений и так далее, и так далее. Нужно отметить, что проведение, собственно, конкурса «Культурный дневник школьника», ну, как правило, ориентирует нас на то, что, в общем-то, именно общеобразовательные организации являются самыми активными участниками в реализации данного непосредственно мероприятия, этого проекта. Какова же цель, собственно, и задачи? Да? Цель – это формирование системы представления обучающихся о памятниках и артефактах культуры, искусства Республики Коми, это развитие творческих способностей детей и подростков в процессе содержательного культурно-образовательного досуга, стимулирование потребностей в культурно-содержательном досуге обучающихся образовательных организаций и их родителей и так далее. Также реализация этого проекта преследует ряд задач, которые представлены на данном слайде. Ну, конечно же, они связаны в первую очередь с развитием познавательного интереса, связаны с тем, что создаются дополнительные условия для социализации, для обеспечения эмоционального переживания и проживания, по сути, содержания культурных мероприятий, событий, произведения искусства, и также отчасти решение задачи по формированию культурно-содержательного досуга семьи. Что представляет собой культурный дневник? Культурный дневник в данном случае
может рассматриваться как некий, так скажем, да, артефакт собственной деятельности, представлен он на сайте как электронное издание, то есть есть определенный перечень страниц, которые можно непосредственно скачивать и которые можно использовать для формирования уже окончательного какого-то определенного вида дневника как, собственно, объекта, так скажем, да. Итак, страница позволяет вести самостоятельную работу по осмыслению виденного, услышанного, прочитанного. Культурный дневник включает 7 разделов. Это архитектура Республики Коми, изобразительное искусство, литература, музыка и так далее, которые вы видите. И каждый из этих разделов включает в себя 3 блока. Культ-поход, культурный клуб и цифровая культура. Но нужно, конечно же, еще помнить о том, что даже в рамках этих блоков имеются определенные рекомендации с учетом даже возрастных групп, что может непосредственно содержательно быть наполнено в этих, собственно, блоках. Поэтому фактически приказ пока ограничивает нас именно только таким, по сути, форматом. То есть более детальных каких-то непосредственно, да, вещей, вкладок, вставок и прочее, так скажем, нет. На протяжении учебного года обучающиеся или воспитанники образовательных организаций Республики Коми. Вот здесь как раз вот этот алгоритм, эта технология, по сути, и описывается. Да? То есть что можно в этом отношении, собственно, делать. Самостоятельно скачивают, распечатывают, вклеивают в свой дневник тематические страницы и листы вкладыш культурного дневника, которые размещены на портале проекта. Посещают или участвуют классом или группой, индивидуально или с членами семьи. Самые разнообразные культурно-досуговые просветительские мероприятия, которые проводятся муниципальными, региональными, федеральными учреждениями культуры, в том числе и посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, фиксирует результат посещения участия отметкой, например, работника учреждения культуры или, например, оформлением ссылки на электронный ресурс в культурном дневнике школьника с указанием мероприятия, даты посещения или представлением, например, копии билета на странице культурного дневника. Заполняет самостоятельно или при помощи педагогических работников и родителей в любой последовательности страницы культурного дневника, могут писать отзывы, рецензии, комментарии, участвовать непосредственно в самых разнообразных проектах и отражать результаты своего участия, в данном случае именно в этом культурном непосредственно дневнике. Ну, наверное, я, собственно, предполагаю вопросы, которые у вас могут возникнуть, покажите хотя бы какой-нибудь из них. Ну и один из таких мы, конечно же, вам продемонстрируем. Говоря, собственно, об этом алгоритме, хочу сразу же вернуться к принципу, который обозначен, собственно, в рамках проекта. Это принцип добровольности. То есть ребенок самостоятельно, в данном случае, да, принимает активное участие, собственно, вот в этом проекте. Конечно же, мы предлагаем ребятам, да, попробовать себя в данном случае в оформлении подобного, так скажем, дневника для того, чтобы потом представить, возможно, да, этот уже дневник для последующего, так скажем, этапа. Это конкурсные состязания в рамках уже конкурса и прочее, прочее. Но это позволит действительно заинтересованным обучающимся, воспитанникам действительно использовать данную форму для, собственно, проживания и переживания тех культурных событий, участниками которых они, собственно, выступают. На этом слайде как раз у нас есть иллюстрация титульной страницы, в частности, в верхней части. И хочу сразу обратить ваше внимание, что в ней уже появилось. Да? Поскольку мы об этом еще с вами не говорили, даже подводя, собственно, итоги реализации этого проекта в конце 2021 года. Ну, во-первых, у нас появились новые вкладки, это культурные встречи и мастерская. Пройдя по ним, вы сможете ознакомиться в данном случае с материалами тех культурных встреч и тех мастерских, которые уже, по крайней мере, размещены. Можно проанализировать, в каком ракурсе, в каком аспекте, да, при необходимости вы можете это использовать в данном случае и, соответственно, встроить, так скажем, да, во внеурочную деятельность, в воспитательную работу и, соответственно, может быть, даже применить на уроках и так далее. Нужно отметить, что культурные встречи, мастерские, данные разделы у нас будут пополняться в течение года, поэтому
отслеживаете их наполнение и, соответственно, можете подобные встречи, собственно, организовать, проведя самостоятельные мероприятия, может быть, какие-то отдельные классные часы и прочее, прочее. Также хочу обратить ваше внимание, что здесь есть прямая ссылка на Культура РФ. Вы видите на серой плакетке и так далее. Также есть ссылка на страницы дневника. Собственно, перейдя по которой, вы сможете непосредственно увидеть ряд предлагаемых страниц. Мне хотелось бы сейчас как раз их продемонстрировать. Это страницы, которые можно использовать как рубрикаторы внутри дневника, и фактически уже в рамках данной рубрики, в рамках непосредственно тех 3 блоков, о которых мы говорили, ребенок может непосредственно представлять информацию. Да? То есть если мы говорим об архитектуре, то в рамках, например, цифровой культуры, либо культ похода и так далее, да, фактически он может фиксировать непосредственно свои впечатления, либо какие-то рецензии давать относительно архитектурных объектов, которые он посетил и так далее. Ну и, соответственно, это изобразительное искусство, это кино, это литература, театр, народная культура, музыка и так далее, и так далее. Мы демонстрируем, понятно, что не совсем может быть четко как бы видно и так далее, но они будут доступны для скачивания. Это условное обозначение тех страниц, которые могут быть использованы в рамках этих 3 блоков. То есть, например, ребенком скачивается страница «Культ-поход» и так далее, и он фиксирует непосредственно мероприятие, в частности, его наименование, время в данном случае проведения, отметка об участии, ну и, соответственно, свое мнение об этом, в данном случае, мероприятии. Это может быть оформлено в виде табличной какой-то схемы, допустим, да, вот как это здесь, например, представлено, да, и некоторые варианты здесь тоже предложены. Это может быть, в общем-то, сделано, собственно, как самостоятельное описание для отдельного мероприятия с включением приложений, каких-то, может быть, копий, может быть, каких-то там творческих, может быть, вещей и прочее, прочее. То есть фактически здесь ребенок может непосредственно принять решение о том, каким образом он будет фиксировать данное свое участие в культурных событиях непосредственно самостоятельно. Опыт проведения конкурса культурного дневника чаще всего свидетельствует как раз о том, что все участники используют чаще всего табличный именно вариант, когда фиксируется определенное мероприятие, фиксируется дата, либо, например, если говорим о цифровой культуре, то фиксируется ссылка и так далее. Ну и в последней части фиксируется определенный комментарий. Относительно этих комментариев в приказе также имеется определенная, так скажем, характеристика, то есть как их можно оценивать, и если мы проводим в данном случае учрежденческий этап конкурса. Но мы, собственно, не ограничиваем ребенка в данном случае в том, каким образом он осуществляет данный, собственно, комментарий. И вот здесь континуум, собственно, вариантов от эмодзи, допустим, там, да, может быть, какого-то знака и прочее, до развернутых высказываний выбирается ребенком самостоятельно. Еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Это то, что образовательные организации республики создают условия для реализации мероприятий. Да, это то, что зафиксировано непосредственно в самом приказе. В частности, это обеспечение введения обучающимися культурного дневника школьника Республики Коми, проведение конкурса «Лучший культурный дневник школьника Республики Коми», ну, конечно же, организация введения обучающимися и так далее. И здесь предлагается как раз такая коллаборация всех участников образовательных отношений, то есть и классных руководителей, конечно же, да, педагогов, предметников, воспитателей и других педагогических работников, которые, конечно же, инициируют, они заинтересованы в этом, и также это родители, законные представители обучающихся. Достаточно активно, как показал в данном случае в этот 2021 год, родители также включаются в данное мероприятие и являются соучастниками очень многих непосредственно событий, так скажем, да, которые сопереживают в данном случае в культурном пространстве наши дети. Ну, мне хотелось бы как раз сейчас продемонстрировать дневник. Вот.
Так может выглядеть в данном случае дневник, культурный дневник школьника, титульный лист. Ну, можно сразу же на 3-ю страницу, потому что там есть персональные данные обучающегося. Например, следующее содержание, вы видите, да, то есть здесь оно обозначено как те блоки, о которых мы, как те, в данном случае, основные направления, 7 направлений, о которых мы говорили: литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, театр, народная культура, кинематография и так далее. Например, первый блок. Литература Республики Коми. Вы видите, что данная страница используется как рубрикатор. И дальше, посмотрите, пожалуйста, внутри уже этого блока, да, внутри этого блока, ребенок, в частности, в рамках внутри этого направления, в рамках первого блока «Поход. Культурная суббота» фактически фиксирует, да, конкретные мероприятия, место и дату его проведения, оценку посещения, комментарии и так далее. И вы видите отметку посещения. То есть здесь может быть самые-самые разнообразные данные: быть оценки, посещения, комментарии и так далее, и так далее. Вот здесь ребенок, как правило, не ограничивается. Вы видите, что здесь есть даже отсылка к приложениям, которые дети сформулировали, представили, да, в данном случае. И, например, это может быть еще и такой вот как бы вариант: культурный клуб, это следующий блок. И, например, цифровая культура. Вы видите, что здесь есть прямые ссылки на те статьи, и в этом дневнике они активны, можно по каждой ссылке пройти и посмотреть, что действительно, с чем ознакомился, да, школьник и так далее, то есть что привлекло непосредственно его внимание. И самое главное, какую, собственно, рецензию или какое мнение он высказывает. В этом отношении тоже нам, например, было бы интересно понять, как воспринимается, да, данное событие и так далее. Ну, я думаю, что данный пример действительно является примером. Мы не ограничиваем, так скажем, оформление. У нас есть определенные, так скажем, шаблонные требования к тому, как это может быть, да, представлено и так далее. Ну и вернемся мы на нашу с вами презентацию. И, соответственно, еще раз хотел бы вам напомнить, что оператором реализации проекта в Коми Республиканском институте развития образования у нас выступает в данном случае Центр научно-методического сопровождения инновационной деятельности конкурсного движения программы проекта в области образования. Телефон вы видите на экране, можете звонить, и, соответственно, вы можете все вопросы, которые касаются в данном случае деятельности на реализации данного проекта в 2022 году в нашем субъекте, фактически нам задавать, и мы обязательно прокомментируем. Ну, а сейчас, уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате, либо в специальной вкладке. Но хочу обратить ваше внимание, что у нас в основном это информационный вебинар. Вам будет по окончании нашей встречи доступны приказы и доступны 2 презентации. Хочу обратить ваше внимание, да, что в презентации там есть ошибка по дате межведомственного приказа, поэтому смотрите, собственно, сам приказ. Ну, поскольку у нас нет вопросов ни в чате, ни в специальной вкладке, я благодарю вас за то, что вы нашли время встретиться и ознакомиться с основным направлением реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников Республики Коми». Я благодарю вас за участие. Всего доброго. До свидания.